Глава Чувашской республики провел прием граждан по личным вопросам. Со своими просьбами и предложениями к Михаилу Игнатьеву обратились люди со всей республики. Обсудили как частные проблемы, так и вопросы общественного значения. Подробнее Дарина Игнатьева. Валентина Печкурова родилась и выросла в деревне Полянка Ядринского района. Там живут очень активные бабушки и дедушки, которые несколько раз в месяц собираются в местном клубе и устраивают музыкальные выступления, рассказывает женщина. Одна проблема – клуб не отапливается, и зимние выступления приходится отменять. Вопрос могут разрешить переносные обогреватели, и в их приобретении должны помочь местные власти. Еще одна проблема, которая волнует жителей Полянки – отсутствие фельдшерско-акушерского пункта. Мы фабры строим. То, что у вас тоже предусмотрено фельдшерско-акушерский пункт, он будет построен. На это средства мы предусмотрели. Если помните, я говорил, что 100 фельдшерско-акушерских пунктов мы построим по республике. Мы 60 введем в эксплуатацию. На следующий год у нас остается 40 ввести в эксплуатацию. Ветеран труда Иннокентий Герасимов пришел не с личным вопросом, а с общественным. В столице республики есть аллея славы и аллея влюбленных. Но до сих пор нет аллеи, посвященной героям социалистического труда. Михаил Игнатьев тут же поддержал инициативу ветерана. Я абсолютно согласен с вашим предложением. На сегодняшний день дух российского народа, дух молодежи надо поднимать. Тот патриотизм, тот героизм, который есть в современной России, конечно, нам нужно для того, чтобы воспитывать в этом духе молодое поколение. Лиана Андреева пришла скорее не с просьбой, а с благодарностью. Директор Канашской музыкальной школы поблагодарила главу республики за поддержку юных дарований. А еще она предложила организовать конкурс ученических хоров. Национальная культура является бесценным богатством, отметил Михаил Игнатьев. И реализация подобных инициатив только послужит развитию народных традиций. Глава республики также пообещал положительно решить вопрос Надежды Чербаковой, которая попросила ускорить ремонт спортивного зала школы в деревне Василь-Косы Чебоксарского района, где обучаются ее дети. С финансированием проблем быть не должно. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.